Доступно и легко о науке. В Якутске прошел 13-й Всероссийский фестиваль «Наука 0+.» В течение 3 дней ученые республики рассказывали школьникам и студентам о своих достижениях. Традиционно фестиваль проходит в дни осенних каникул. Этот год не стал исключением. Для школьников и студентов было подготовлено свыше 180 мероприятий на 17 площадках республики. Впервые в этом году делаем в наших институтах, а их 7, в Федеральном исследовательском центре, Якутский научный центр «Саран», на нашем головном центре Петровского 2, и где мы сконцентрировали в нашем актовом зале, в фойе, все наши некие такие активности, которые дети могут посмотреть. У нас будет работать традиционный магазин фестиваликов, где можно свои активности обменять на призы, в том числе сладкие, книжки и так далее. «Наука 0+.» – это не просто фестиваль. Это настоящий праздник, где ученые, добившиеся высоких результатов, делятся историями своего успеха и делают это в простой и понятной форме. Фестиваль называется «Наука плюс». И вот самое главное, здесь стоит плюс. Это говорит о том, что с наукой должны быть связаны все. С рождения ребенок и до преклонного возраста они все равно связаны с наукой. Потому что наука не стоит на месте, всегда наука находит новое, которое нужно для человечества. На площадках фестиваля сосредоточены все возможные форматы. Познавательные лекции, увлекательные показы научных фильмов, выставки, а также консультации от ученых. На 3 дня проведения фестиваля у посетителей была возможность посетить то, куда обычно вход воспрещен. Очень здорово, что именно ученые будут принимать школьников, семьи, поскольку это фестиваль «Наука 0+», студентов и колледжей, техникумов и вузов на своих площадках. Там, где непосредственно они работают, где их лаборатории, где есть музеи, которые содержат очень многие уникальные материалы. Если первый день ознаменовался открытием, то второй день выдался богатым на события. В течение всего дня школьников и студентов знакомились с научными достижениями, а также проводили экскурсии по лабораториям. Такой форум проводится для того, чтобы расширить наш контакт, для чего мы работаем с людьми, для людей объяснить, какие исследования ведутся, для чего ведутся и какие результаты мы получаем для вообще развития Российской Федерации. Институт мирслатоведения на протяжении 7 лет принимает участников фестиваля в своих стенах. В этом году ученые предложили посетителям увлекательное путешествие под землю на глубину в 12 метров. Мы сегодня все пришли на экскурсию эту, и мне очень понравилось. Здесь столько всего интересного, а также и про грунты нам рассказали, и про как вся мерзлота тут и сохранилась, и в общем, очень интересная тема. И в будущем, не знаю, думаю, все-таки это не моя специальность, но работать здесь, я думаю, очень здорово. Одним из главных предметов гордости института по праву считается подземная лаборатория по изучению многолетней мерзлоты. Здесь температура на протяжении всего года держится в районе отметки в минус 7 градусов. В лаборатории проживает собственный мамонтенок Дима, найденный в бассейне реки Колыма. Его гипсовая копия стала главной звездой подземки и всегда собирает возле себя уйму народу. Мне больше всего понравился маленький мамонтенок Дима, про которого нам рассказывали сегодня. Также нам сегодня очень много чего рассказывали про грунты, про косточки, то, что им по 40-37 тысяч лет. Больше всего мне тут понравилось подземелье. У меня тут работает мать, поэтому я тут знаком с детства. Вспомнил, тут походил, Диму встретил, мамонта Диму. Кости смотрели, минералы, соли, все такое, грунты. И мне очень понравилось. Безусловно, Дима не единственная млекопитающая, поселившаяся в лаборатории. Пристанище нашли и останки вымерших особей овцы, быка и бизона. Ученые рассказывают, находки попадаются случайно, когда они изучают саму мерзлоту. Такие экспонаты привлекают внимание не только взрослых, но и детей. Нам сегодня рассказали про кости мамонта, про суслика рассказали. У суслика там волосы были.
Вообще все очень понравилось, здесь очень красиво. Нам сегодня очень много интересного показали. Кости мамонта, вот эту подземную лабораторию, всякие минералы. Больше всего мне понравилась эта подземная лаборатория, тут красиво как-то. Участники форума преследуют одну цель – показать, что наука – это просто и интересно. Поэтому Институт мирслатоведения, выступающий партнером на протяжении 7 лет, на время фестиваля открыл для школьников научные лаборатории. Мы показали нору суслика, то есть возрастом больше 50 тысяч лет. Там в норе находилась сам шерсть мамонта, семена, экскременты, жизнедеятельности. Показали кости лошадей, которые наши коллеги археологи нам дали на обработку, то есть получение результатов. Пока мы этим будем заниматься. Какие процессы происходят в мерзлоте? Почему тает многолетняя мерзлота и стоит ли ее сохранять? На эти вопросы отвечают сотрудники лаборатории криогенных ландшафтов. Лаборатория у нас занимается, можно сказать, геохимическими процессами, в том числе и термокарстовыми процессами, происходящих на всей территории нашей республики. Непосредственно сам прибор изучает органическую и неорганическую форму углерода. Для чего это нам необходимо? Во-первых, это показывает, сколько система у нас образует, формирует органических веществ в почве и непосредственно органической формы углерода. За несколько часов, что Институт мирслатоведения имени Павла Мельникова открыл свои двери для фестиваля, его посетило более 100 школьников и студентов. Мы в рамках фестиваля решили показать, во-первых, это наш шикарный музей, посвященный истории изучения многолетних мерзлых пород, вечной мерзлоты. Это наша известная подземная лаборатория, в которой мы показываем, как выглядят мерзлые породы, потому что даже те, кто живут у нас, жители города Якутской Республики, они не всегда знают, как все-таки выглядит мерзлота и что она представляет из себя в том виде, в каком она есть. Рассказываем о том, какое значение она имеет вообще в жизни жителей, в жизни республики. Институт мирслатоведения был не единственным, кто принял у себя школьников и студентов. В музее «Россия. Моя история» научные учреждения и учреждения среднего профобразования представили свои достижения. Арктический научно-исследовательский центр показал находки времен палеолита. Особый интерес у посетителей вызвали экспонаты, найденные во время раскопок в районе Ленских столбов в Хангаласском Улусе и на территории городской бани в Якутске. В этом году решили скрасить еще небольшим количеством наших артефактов и провести уже в рамках нашего стенда такую небольшую тоже экспозицию, которую назвали эволюция этих орудий труда. Финальный день фестиваля «Наука 0+» школьников и студентов принял СВФУ имени Максима Амосова. Здесь разместилось более 70 площадок на нескольких этажах здания. А в атриуме устроили настоящие гонки дронов. Сегодня на выставке у нас, получается, есть симулятор. Ребята могут подойти, попробовать полетать на данном симуляторе. Также мы запускаем в кубе маленький микродрончик. То есть таким образом мы ознакомливаем детей вообще, что такое беспилотные летательные аппараты, какого они вида бывают. И еще выставили маленькую выставку наших дронов, которые у нас имеются. Еще одной точкой притяжения стала площадка Института естественных наук. Интерес у школьников и студентов вызвала лаборатория картографии, где они могли ознакомиться с таким направлением, как военная топография. Наше отделение, эколого-географическое отделение, представляет на фестивале «Наука 0+» экспозицию, которая называется «Военная картография». Здесь представлены основные результаты, которые мы собрали в нашей лаборатории электронных картографических систем. Это атласы. У нас есть атлас 1938 года в экспозиции, есть книги 1945 года. Каждый институт и факультет делал акцент на какой-либо тематике. Так, у филологического факультета центральной темой стали русский язык и литература. Раньше я сам принимал участие тоже, например, в первом курсе, когда я был еще, будучи. Это мероприятие проходило в Дохсуне. Мы туда всей группы поехали, очень хорошо повеселились. И уже в первый раз сегодня здесь, сиюминутно, я стою и сам даю задание и
представляя наш филологический факультет. Традиционно возле площадки медицинского института собирается большое количество школьников. Здесь можно было узнать о болезнях, познакомиться со своим организмом, а также узнать о поступлении. Для участников в этом году придумали множество интерактивов. Это у нас теменная доля. Она отвечает за восприятие объектов пространства. В этот день свои двери открыл зоологический музей СВФУ, где представлены обитатели якутского леса. Мне понравилась та выставка, выставка животных. В принципе, естественный нравится. Тут сейчас смотрю, хожу, попробовал вкусы, почти отгадался. И прошелся еще на третьем этаже, для себя подметил горнодобывающее и ФТИ. Кроме представлений учебных подразделений, для школьников была развернута площадка факультета профориентации, где рассказали об олимпиадах СВФУ. Мы, в свою очередь, рассказываем о возможностях, которые могут дать им олимпиады школьников. Сегодня у нас есть две локации. Первая локация здесь в атриуме на первом этаже, и вторая локация в аудитории 247, куда у нас приглашены уже участники олимпиады, те, кто стали дипломантами в этом году, 11-классники, и также мы всех, кто заинтересован, ждем туда на индивидуальной консультации. За 3 дня фестиваля «Наука 0+» прошло более 180 мероприятий на 17 площадках. На каждой из них ученые рассказали о достижениях, которые способны перевернуть мир. Фестиваль стал ярким событием в рамках десятилетия науки и смог показать школьникам и студентам, что заниматься исследованиями круто и не скучно.